Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, і сёння тэма нашага эфіра – гэта 4-й тыдзень беларускага прадпрымальніцтва, які распачаўся 18 сакавіка. Владимир Миколаевич Карагин, гость нашей студии. Привитание, Владимир Миколаевич. Привитание всем. Кіраўнік Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва, ну, аднаго з арганізатараў і, я так думаю, драйвера гэтага тыдня. Таксама ў арганізатарах тыдня Міністэрства эканомікі. Нагадайце, фонд падтрымкі... Беларускі фонд падтрымкі прадпрымальніцтва. Так, то бок гэта ўжо такое дзяржаўна-прыватнае партнёрства ў поўным выглядзе. Владимир Миколаевич, я ведаю, што вы аптыміст увогуле па жыцці, аптымістычна вы глядзіце на стасункі дзяржавы і прадпрымальнікаў апошнім часам. Але ўсё ж такі запытаюся, ну якое ваше гледзяча? Куды мы плывем? Куды вось гэтая сітуацыя з прадпрымальніцтвам Беларусі яе вось несе? Что бы ни происходило, мы уверенно идем к росту предпринимателей, к росту его доли непосредственно, влияния. И думаю, что все-таки мы отстроим нормальное рыночное государство. А вот лозунг, который мы выдвигаем послезавтра на форуме, за сильный средний класс, вот этот предпринимательский класс, креативный класс, за сильный, средний, креативный класс. Потому что в среднем классе это не только предприниматели, это творческая интеллигенция, это и профессиональные управленцы, вот, и это айтишники, это те высококвалифицированные работники. Сегодня ведь наемных, скажем, будет меньшинство в перспективе, а очень многие люди будут генерировать деловую инициативу. И вот очень важно находить поддержку и таким людям объединяться. Владимир Миколаевич, ну вот не могу не запытаться, хотя пытанне такое, ну я не ведаю, ўсё ж таки доўгія гады шмат якія эксперты казалі, што беларускія ўлады, беларускія чыноўнікі, яны баяцца сярэдняга класа. Вот не хочуць, каб гэты сярэдні клас у нас узнікаў. Таму што сярэдні клас гэта людзі ініцыятыўныя, гэта людзі актыўныя, гэта людзі, якія хочуць мяняць сваё жыццё да лепшага, мяняць тое, што адбываецца навокал. Нешта змянілася апошнім часам. Да. Во-первых, сменились чиновники. Я уже переживаю 10-е правительство. С того момента, когда начал заниматься развитием предпринимательства 33 года назад. Вот когда лозунг «Первые кооперативы» и так далее. Поменялось 10 правительств. И мы поняли, правительство, чиновники, ну люди, мыслящие электоральными циклами, 3-5 лет. А бизнес думает о 2-3 поколениях. И мечтает об этом. А вообще основой стабильности страны это средний слой. Всегда. И поэтому сегодня чиновник должен быть, по идее, заинтересован. Потому что в тех странах, где более 50% населения страны это средний слой, а что это такое? Первое, это образование. Вот. Это профессия. Это либо учреждение бизнеса, либо стабильная работа, недвижимость и накопление. Это отповедно податки. И, конечно, там нет революции, там нет потрясений, там стабильное общество. И это мечта вообще-то чиновника. Наверное, люди стремятся в чиновники в Германии, во Франции, конкурсы, социальные лифты возникают, чтобы молодые рвутся туда. Вот. Я думаю, что у нас сегодня тоже произошло определенный перелом, и особенно с составом нынешнего правительства. Пришли молодые, образованные, там ребят по 3 образования, кое-кто поработал уже в бизнесе, либо родственники в бизнесе уже вот, прошли, и они уже по-другому начинают понимать. Да и, смотрите, требование какое. Вот в прошлом году был проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства. Беларусь – страна успешного предпринимательства. Мы включили это в нашу национальную платформу бизнеса. Она была 12-я. Сегодня мы ночью приготовили уже 13-й вариант. Рабочая группа работала до 4 ночи, да, сегодня. Но надо сказать, теперь стратегия уже принята правительством, Румас подписал. По ней к 30 году вообще-то 60% ВВП страны должно быть частного бизнеса. А зараз? Сегодня у нас уже более 30. Я виду, что эта доля растет. Растет. В прошлом году 27, сегодня уже 30%. Но в экспорте
мы занимаем 47%. То, што вось сённяшні ўрад ён адзін з самых маладых у гісторыі Беларусі, гэта грае сваю ролю, так? Играет. Гэта маладыя чыноўнікі, у якіх перад імі яшчэ можа 20-30 гадоў кар'еры ва ўладзе, і яны маюць вось гэты горизонт. Да, формируя это, они также думают, ощущают свое будущее. Потом это более образованные люди. Они уже, вот я скажу, большая наша трагедия вот старого поколения предпринимателей, потому что мы были гумусом, навозом для будущих предпринимателей. Я это так оцениваю. Вот сейчас выступал перед студентами Академии управления при президенте, я так и назвал, что наше поколение, нам пришлось себя отдать, и очень многие люди сгорели, вот, столько конфликтов было, потерпели, но теперь уже другие времена. Мне больше подобается формулёўка Ньютона про то, что каждое наступное поколение стоит на плечах папярэдняга. Да, І, ну, да. Все ж таки не гумус. Але я згодны з вами. І я падабраў фотку для эфира вас з кніжкай. Да? Кніжка «Четвертая промысловая революция». Гэта я ў мінулым годзе ў вашым кабінеце зрабіў. А перад вами лежит кніжка про блокчейн. Да? Так вы компенсуете то, чего не было ранее. Да? Эту же книгу мы подарим, целую библиотечку, подарим национальной библиотеке. Но по четвертой промышленной революции Клауса Шваба, с которым я имею счастье лично быть знакомым более 15 лет, и дважды был на Давосском форуме. Вот, Шваб основательник да, форума. Он основатель, да, конструктор его. И я думаю, в следующем году наша страна будет на форуме, ведутся переговоры, будет котироваться и в индексе конкурентоспособности. Новый министр молодой экономики перед собой такую задачу поставил, и правительство РУМОСа. Но эту книгу я подарил президенту 30 августа. Причем 2 тома, и первую, и вторую этой книги. Вот, ее читают. Сейчас мы подарим ее библиотеке, наряду еще с 50 книг, очень толковых. Причем очень сегодня литературы много. Хотя, обращаю внимание, что книга отстает от жизни всегда лет на 7. Лет на 7. Потому что очень важно, поэтому нужны форумы, поэтому надо лично собираться, нужны тренинги. А вот 27 апреля мы соберем 5000 молодых предпринимателей в Чижовке-арене. Что это будет? Это будет вот эта акция «Пробуждение 3.0», где приедут много успешных предпринимателей. Мы собираем впервые 5000 молодых людей, так же, как на пробизнесе, так же, как на бизнес-молодости. Вот, и мы с молодыми, и вы знаете, вот вокруг Республиканской конфедерации предпринимательства много молодых людей в наших 58 ассоциациях. Вот в нынешнюю кампанию, беспрецедентную неделю предпринимательства. Почему беспрецедентную? Посмотрите, какое количество мероприятий, более 1000 в регионах и в городе Минске. Причем это программа, никаких... так? А можно и показать? Да, конечно, она ежедневно меняется. То есть добавляются сюда инициаторы. Это методом толоки. Методом толоки в самом смысле этого слова, потому что нет ни государственного бюджета, ни какого-то европейского, западного. Это объединились вокруг идеи. Давайте мы проведем неделю, но это во всех странах мира. На прошлой неделе была неделя российского бизнеса. В российском бизнесе все, извините, министры прибежали. Президиум РСПП встречался с Путиным. Они видят, что надо быть с бизнесом. Вот. У нас после нее беспрецедентный такой факт, которого еще мы не пиарили, не говорили. 25 марта откроется неделя финансовой грамотности детей и молодежи. В 140 городах, тут активность Национального банка мы поддержали, с точки опоры в 140 городах нашей республики, мы уже организаторам сбросили наши предпринимательские материалы. Многие предприниматели, вот как сегодня мы акцию предпринимателя предпринимательства, мы сегодня выступали во всех областных центрах, в университетах, школах, колледжах. Завтра мы приведем студенты на Амкадоре, на крупных предприятиях, на складах, в банках, в редакциях, посмотрят, как это работает. Вот, и цель, что вот это беспрецедентная акция рассказа о бизнесе, вовлеченности молодежи. Вот, и мы уже, видите, действуем скоординированно. Слухайте, ну вось кажуць про молодое поколение, его зараз называют там поколением Z, Z, а про то, что это такие люди,
не вельмі ініцыятыўныя, аморфныя, якія прызвычаіліся да камфорту і ставяць свой уласны камфорт вышэй за ўсё, якія не вельмі-то схільныя лічыцца з думкамі іншых людзей, да, даже сексом меньше увлекаются. Ну і пра секс, да. Ну это можа для прадпрымальніцтва і добра, таму што, магчыма, калі ў цябе з'яўляюцца дзеці, у пэўным сэнсе робяцца ўжо не да прадпрымальніцтва, да, трэба іх гадаваць, ты не можаш ўжо ўсё сваё жыццё ўкласці ў сваю справу. Вось, але ну вось як вашыя стасункі з гэтым пакаленнем складаюцца, да, фармулююцца? Вось 5000 гэтых маладых прадпрымальнікаў. Гэта ж ёсць, відаць, людзі з гэтага пакалення Z. Ну, вот агентство развития контактов, это молодые люди, им тоже по 25 лет, они именно собирают. Наша функция так немножко административно помочь, расчищать коридоры, ведь это тоже не вполне обычно, что в каком-то зале так много людей собираются. Много вопросов возникает. Мы даем гарантии, мы говорим власти, не бойтесь. Вот, допустим, министр труда, она очень заинтересована. Мы возьмем несколько билетов, покажем, и в том числе и людям, и госслужащим, и поощрим волонтеров наших этим уча. Ведь это все за деньги. Там от $35 до 150 в портере стоит. Люди платят, и некоторые молодые, вот на прошлом, когда было 3200 человек в Дворце спорта собрались, Ирина Хакамада приезжали. Интересный факт. Молодой предприниматель купил билет в портере своим родителям, чтобы, я говорю, почему ты купил? Я не нахожу общего языка. Но теперь они меня поймут больше. Побыв на этом мероприятии, послушав вот этих гуру бизнеса, сделавших не простых болтунов, которые там, а люди, сделавшие, причем это продуктовые сети, товары, вышедшие на мировой уровень. Вот, и вот этим отличается пробуждение, пробудить энергию. Так вот, я восхищен молодыми людьми. Когда вот 9-10 марта у нас был концентрат 27. В 200 городах я сам прошел, я день был с молодыми. Концентрат – это тоже очень интересное такое явление. Аяз Шафутдинов, известный в России молодой человек, он начал бизнес с 17 лет, сегодня у него оборот 30 миллионов. Ничего лишнего, никаких лозунгов. В 200 городах одновременно в сетях, там в Москве 1500, в Минске было человек 300, с 9 утра до 23. Люди, даже они были так нацелены на получение, они были увлечены, они заинтересованы. У многих есть уже свой бизнес, начали. И вот старшее поколение оторвано, оно не видит этих людей. Владимир Николаевич, мушу вас перапыніць, таму што у нас зараз па раскладзе кароткая музычная паўза і выпуск навінаў. Праз 4 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё. Мы размаўляем з Владзімірам Карагіным, кіраўніком Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Тэмай нашай размовы 4-й тыдзень беларускага прадпрымальніцтва, які адкрыўся сёння. Не пераключайцеся. Решил, умираю, но где раны мои? Я думал, летаю, но нет, расту из земли. Есть притяжение, но где? Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння амбасадар Расіі ў Беларусі падчас прэс-канферэнцыі ў Мінску зноў пракаментаваў крытычную заяву беларускага МЗС на свой адрас. Спачатку Бабіч папрасіў задаваць пытанні, якія тычацца тэмы прэс-канферэнцыі, то бок 5-годдзя расійскай анексіі Крыму, але напрыканцы заявіў: некаму камусьці здалося, што пасол – гэта Ванька-ўстанька, які ходзіць на прыёмы, а гаворыць прыгожыя словы, кіруе ноты, нейкага сустракае і праводзіць. Аднак добры амбасадар павінен быць яшчэ і вайскоўцам, а таксама гаспадарнікам. І гэтак далей заявіў спадар Бабіч. Нагадаю, што рэдакцыі беларускіх недзяржаўных СМІ не прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве, у тым ліку і прадстаўнікі нашай рэдакцыі.
Больш за 10 кілаграмаў камянёў неапрацаванага бурштыну вёз Беларусь у Польшчу на сваім Мерседес-Бенцы праз пункт пропуску Брэст. Ён паехаў праз чырвонае святло, аднак заявіў, што хоча задакументаваць толькі аўтобус і не згадаў пра бурштын. Пры доглядзе мытнікі, аднак, знайшлі спецыяльна абсталяваны тайнік. Канфіскавалі і камяні, і мікрааўтобус коштам у 14 000 рублёў. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць пра страляніну на адной з вуліц галянскага горада Утрехт. Нападнік пачаў страляць у трамваі і з месца здарэння здолеў уцячы. Паведамляецца пра аднаго забітага і многіх параненых. На месцы працуе спецназ паліцыі. На гэтым тыдні чакаецца мокры снег і дождж. Тэмпература паветра на 3-4 градусы вышэйшая за кліматычную норму. Гэтак заўтра будзе да плюс 11 ў дзень. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Сёння ў Мінске адкрыўся 4-ы тыдзень беларускага прадпрымальніцтва. Пройдзе ён, як вынікае з назвы, тыдзень. Больш за 1000 мерапрыемстваў адбудуцца ў Мінску і ў рэгіёнах. Сярод арганізатараў тыдня Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, старшыня вышэйшай каардынацыйнай рады, якой Владзімір Карагін зараз у нас у студыі. Прывітанне яшчэ раз, Владзімір Мікалаевіч. А таксама Мінэканомікі, Беларускі фонд фінансавай падтрымкі прадпрымальніцтва і рэгіянальныя бізнес-асацыяцыі. Мы вось размаўлялі пра тое, што неўзабаве 5000 маладых прадпрымальнікаў збяруцца ў Мінску ў Чужоўка-арэне, каб натхніцца, абудзіцца, натхніцца на будучыя поспехі і подзвігі, можна так сказаць. А вось я яшчэ хацеў запытацца, ведаеце, пра што? Ёсць такое паняцце памылка таго, хто выжыў. То бок перад імі выступаюць бізнес-гуру, які дасягнулі поспеху, але мы не бачым тых, хто памыліўся, чьи памылки привели там до страты. Нет, есть. Вы знаете, проводятся такие мероприятия, называются факапы. Да, когда люди делятся друг друга ошибками, и по вечерам собираются люди по 150-200 человек. Мы тоже такие планируем в конфедерации. Вот лучше изучить опыт ошибок, там друг друга, ошибок в контракте, ошибок в подборе персонала, ошибок в оценке рынка, то есть его емкости, перспектив. Ну, вообще вся наша жизнь – это цепь достижения ошибок. И очень важно, что и молодежь сегодня, вот такие инициативы, она тоже стремится к этому, изучить не только хороший опыт, но и как избежать можно только, вот проскочив вот эти вещи. Ведаеце, калі размаўляю з бізнес-анёламі, якія займаюцца інвеставаннем у сферу высокіх тэхналогій, яны кажуць, што калі 1 з 10 стартапаў, у які яны інвестуюць, стрэліць, будзе выхад добры. Гэта значыць, няма памылкі, все класна адбылося. Вось з гэтых 5000 прадпрымальнікаў, не ведаю, як зараз у беларускім прадпрымальніцтве, ёсць у маладых людзей права на памылку, ці ёсць, я не ведаю, толькі адна спроба, ты ці атрымаеш поспех, ці, ну, все, ідзі працуй на завод весь час і выплачвай тое, што патраціў. Ну, вот как раз у молодых-то как раз и есть, потому что у них есть самый главный ресурс – это время. Потому что сегодня факторы производства, как и раньше, труд, земля, капитал, ну, плюс еще информация, время и образование. Вот как раз молодежь, она вполне может исправить, но в мире, в той же Соединенных Штатах Америки, человек может 5 и 6 раз начинать. Но если он не украл, а он стремился, но не попало, рынок не сложился, еще, ему снова поддержат, его ободрят. Есть страхование прадпрымальніцкай рызыкі, например. У нас у Беларуси есть нечто подобное? Плануется? Появляется. И страховые компании проявляют активность сегодня, некоторые риски страхуются. Но и вот впервые Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей теперь выступил как гарантийный фонд. Это началось в этом месяце. Гарантия 1,25%. Таким образом, у человека у того не было гарантии, раньше боялись брать там кредиты в банке, фонд уже на часть актива возмещает уже такой гарантии. Это очень серьезно. Это расширит возможность начинающих предпринимателей пользоваться кредитами банковских учреждений. Ну да, я думаю, что без кредитных грошей все ж таки почать
які-небудзь, Конечно. ну, хотя б сярэдні И бізнес, очень важно вельмі цяжка. гарантия это наличие в бизнес-союзе, в ассоциации, в клубах деловых. Вот смотрите, какое у нас еще движение про бизнес. Вот клуб про бизнес, он тоже будет 20 вечером. Я тоже в этом клубе. Люди знакомятся, люди устанавливают связи между собой, люди кучкуются по отраслям, по территориям. Сеть советов по предпринимательству, не только республиканские, но сегодня важно в регионах создать. И в регионах, когда мы приезжаем в регион какой-то, в район, ну, предприниматели поднимают вопросы космических масштабов. Вот что-то в республике. А в регионе почему не обсуждаются местные вопросы повестки дня? В регионе, в районе. Нет, мы тут боимся, дескать, высказаться. И власти мы говорим, давайте-ка проекты. Вот мне раз дают проекты. В районе такие-то 5 проектов, помогите найти инвестора. А местным предпринимателям вы это показали? А может быть, у них есть знакомые, связи. Да, и как без них вообще? Да и инвестор не придет, если нет местного партнера. Инвестор, и хватает сегодня в мире много денег. Люди ищут, куда вложить. Даже под несколько процентов сегодня проблема вложить. Вот. Тем более рядом сегодня там, вот у нас, что греха таить, сегодня пока санкции идут там по России, многие инвесторы, ну, готовы в Беларуси площадки разворачивать. Вот. Это очень интересно. Мы много таких предложений имеем. Вот. И вполне это можно. Ну так, вельмі шмат прыкладаў. Вось ёсць, напрыклад, нават такі кейс, што арабскія грошы укладзеныя ў футбольны клуб брэсцкая «Дынамо». Да? Да. Абсалютна транснацыянальная рэч. Хто б мог падумаць, не ведаю, 5, 7, 10 гадоў таму, што такія будуць укладзеныя грошы. Ведаеце, вось цікава, што вы загаварылі пра мясцовыя рэаліі, таму што, канешне, седзячы тут у Мінску, мы бачым адну карцінку, а магчыма, вось там на месцах у раённых гарадах яна крыху іншая, і часам даводзіцца чуць, што чыноўнікі мясцовыя, яны ўсё ж такі пакуль ці не разумеюць, ці не гатовыя вось ісці нават за тым, што дэкларуюць цэнтральныя ўлады, за тым жа выконваць палажэнне таго ж дэкрэта нумар 7, да, прынятага 1,5 года таму пра распавольванне прадпрымальніцкай ініцыятывы. Ці звяртаюцца да вас з такімі праблемамі, ці спрабуеце вы іх як-небудзь вырашаць? Конечно. Поэтому одно из решений этих проблем – это полноценное создание советов по развитию предпринимательства на местном уровне, клубов, участие предпринимателей в наших союзах, ассоциациях, в том числе в конфедерации. Вот мы так говорим, в районе, если создано 5 наших членов есть в районе, мы уже можем создавать клуб. Есть смысл приезжать нашим экспертам, отраслевым ассоциациям, такой, допустим, как ассоциация франчайзинга. Вот она как раз открывает сейчас выставку франчайзинга в рамках этой недели. И можно уже получить готовый опыт. Вот целые сетевые структуры, не надо голову ломать. Ты получаешь готовую технологию успеха. Открытие там кафе, ресторана, гостиницы и многих других видов. Вось такі клуб, вось такі мясцовы савет. Якія ў яго могуць быць паўнамоцтвы, мусяць быць паўнамоцтвы, і якія функцыі? То бок гэта для того, каб, не ведаю, чыноўнік прызвычайваўся да новых реалий, да, тлумачыць нешта. Да, ну, во-первых, полные наши полномочия, которые мы придаем в деловые ассоциации. Вот. Во-вторых, конечно, полномочия проявлять деловую инициативу, обсуждать местные вопросы повестки дня. И сегодня это требование государства. Ну, а чиновников, может быть, не стоит так, они боятся проявить инициативу. Ну, почему бы такую встречу, как президент провел, не провести на уровне какого-то района? Не все, да, как-то боязно вроде бы, в областях. Мы же призываем, чтобы на сессиях областных советов, ну, по крайней мере, в Минске это проходит, приглашают союзы, ассоциации, предпринимателей вместе участвовать. Местные депутаты должны в такие советы войти, в том числе Верховного, местных советов, обсуждать все вместе. Ведь сегодня бизнес в регионах дает уже значительную долю бюджета. Он ведущий налогоплательщик, он создает новые производства, рабочие места, значит, у него полностью есть сегодня голос. Но, конечно, надо развивать систему местного самоуправления, побольше полномочий, и вот эта идея, которая проскочила вот в информационном пространстве, привязать в том числе материальную заинтересованность администраций
к уровню развития предпринимательства. То есть, грубо говоря, ты премии не получишь, если у тебя не будет развиваться предпринимательство. Наверное, это надо сделать, есть в этом смысл. Ну, в прынцыпе, на абсалютна высокім узроўні высказваецца вельмі падобная ідэя пра тое, што трэба ўвогуле заробкі дырэктараў заводаў, чыноўнікаў прывязаць да роста вытворчасці. Безусловно. Вось, у прынцыпе, да роста інвестыцый, так, Да. да роста прадпрымальніцтва, ці там адлічэнняў з прадпрымальніцтва, чаму б не? Ну, вы знаете, я побывал в некоторых районах в последнее время. Хороший позитивный настрой местной администрации. Робость, трусость проявляют местные предприниматели. Ну как это я высунусь? Вот сидим, приходим, выступаем, собрались люди, там, совет по предпринимательству, сидит 40 человек. Ребята, ваше мнение, фермеры, начинающие, боязно, как-то непривычно им. И вот впервые эта встреча прошла, пригласили, ну, думают, ну, а чего их пригласили? Сейчас что-нибудь попросят. Говорит, никогда же не было практики, ведь в большинстве районов предприниматели не встречались с местной властью. Не привыкли выступать, не привыкли говорить. Яны, наадварот, імкнуліся неяк параллельными курсами Да, ісці, да. как А одни сегодня других. другое время. И вот нашими цифровыми современными программами мы сегодня способны дойти до каждого предпринимателя. Нам надо, вот мы послезавтра будем говорить об этом на форуме, примерно 2 миллиона рабочих мест, связанных с IT-технологиями, управлением, 2500 специальностей только. То есть малый бизнес должен быть вовлечен, не на обочине быть. Да, время заканчивается сегодня, там рынков только, низкой производительности торговли, они останутся, но больше работа по заказам. А што гэта за 2 мільёна працоўных месцаў, звязаных з IT? Это, мне здаецца, вельмі шмат, это ж пятая частка нет. насельніцтва Дело в том, Беларусі. что в сельском... Вот пример, вот один из моих заместителей купил колхоз в Могилевской области. Он включен в программу американского спутника, который спектральным анализом видит все поля, урожайность, химию. У него уже летают беспилотники над полем. Он не ездит по полям проверять, что там кто делается. Он видит на мониторе экрана и со своего айфона. Вот. У него уже повысилось. Завтра будет техника без... Поскольку поля уже оцифрованы, завтра пойдет техника уже без тракториста. И вместо рабочего тракториста за пультом компьютера. Грубо говоря, 1% населения, а не 20%, как сегодня, сможет кормить страну. Повысится производительность, да. Воровство, естественно, уменьшится. Потому что очень четко тут все видно. Але куды Вот. падзенецца той трактарыст? Очень много новых профессий. Это система аутсорсинга. Много работы есть в мире, которые мы можем на себя взять. Недаром же в Дубае созданы десятки диспетчерских пунктов и сотни колл-центров. В Дубае создали условия. Сегодня можно... Эстония как на этом работает. Вам, когда звонят по какому-то семинару из Лондона, и мы смотрим, это эстонские номера. Потому что люди находятся в Эстонии. Мы проводили эксперименты охраны американских гипермаркетов, где получают по $5000 люди смотрящие. Наши люди видят на мониторе. Кнопку они могут нажать полицейскому и здесь. То есть мы должны наладить путепровод, взятие многих работ. И вот Игорь Викторович Мамоненко, человек, придумавший парк высоких технологий почти 20 лет назад, он и профессор Паншин тогда. Вот, он сегодня, вот наша эта программа «Беларусь IT-страна 2050», к 1935 году у нас порядка 2 миллионов рабочих мест надо трансформировать. Это учебные курсы по месяцу-два, сертифицированные, которые мы должны провести. Тем более можем провести все это дистанционно. Уже сегодня люди, которые обучились в IT-академии, и имеют и знающий язык, безусловно, язык нужен, от $1000 до $5000 зарабатывают резиденты парка высоких технологий. Ничто сегодня не мешает в любой деревушке при хорошем интернете работать в удаленном доступе. То бок гэта не проста словы пра тое, што кожны з нас пры жаданні можа зарабіць больш. Да. Да. Но смотрите, ну сейчас на рынок выйдет 50 тысяч банкиров, 200 тысяч бухгалтеров. Каждый из нас банкир. Мы транзакцию делаем с айфоном. Но я удивляюсь, вот сегодня в Китае даже карточек нет. Они с айфона, они все расчеты делают. Абсолютно все. Навіна была про тое, што ў іх знікаюць праязныя білеты на метро, што іх будуць пропускаць просто камера распазнае твар. Во многих странах идет чипирование, вот чип сюда в руку, и ты уже на кассах рассчитываешь, полная идентификация личности. Конечно, вот сейчас мы электронная прослеживаемость товаров, по сотням признаков, где товар произведен,
какая машина везла, на какой полке, при какой температуре, химический состав. Это целая программа Европе, ЕС, то есть серому рынку, серому товару просто места не будет. Контрафакту не будет места. И, конечно, повышается производительность труда. А вось на вашу думку самазанятасць у Беларусі развіваецца добрым тэмпам? То бок тут мы ўжо не пра нават сярэдні бізнес, відаць, а пра маленькі, але Развивается большими темпами, развивается ремесленничество. Да, замечательно. У нас уже почти 40 тысяч ремесленников. В прошлом году, я говорил, было 27 тысяч. До этого было 5. То есть геометрическая прогрессия развивается. Самозанятость, да, тоже более 4 тысяч, может быть, уже и более свежие цифры. То есть люди, которые просто заявительным методом там выпекают что-нибудь, парикмахерские делают. Эта инициатива вот очень важна в глубинке, там магазин какой-то можно открыть в сельской местности. Вот. Вначале это медленно раскручивалось, сейчас все нормально пошло. И мы так полагаем, это тоже старт. Потому что в будущем должно быть выгодно как-то стабилизировать это в виде компании. Но для начала, для символические налоги, войти в дело, снизить риск, это вполне нормально. Поэтому деловая инициатива проявляется не только ведь в бизнесе, в услугах, там, в социальном предпринимательстве, которое, кстати, растет. Вот в Германии вся автомобильная промышленность занимает 4% ВВП. И социальный предприниматель тоже 4% ВВП. Поэтому сегодня во многих фирмах прибыль не главная цель. Не прибыль, а услуга, которую ты оказываешь. Это такая же коммерческое, такое же предприятие, но его цель – социальное решение социальных вопросов. ну, ведаеце, это скачок мусіць быць у свядомасці. Да, Такі это адбыцца парадигма, от это совершенно пераключэння. парадигма совершенно другая, другой менталитет. И приятно, что в Беларуси это развивается. Очень важно, чтобы был в ближайшее время закон принят о социальном предпринимательстве. Это надо поощрять, стимулировать. Ну и смотрите, роль краудфандинга. У нас уже толока появились. Вот сейчас одна деловая игра, разработанная предпринимателями, и мы разработали настольную игру «Бизнес-бол». Будем дарить библиотеки, и уже она продается. Еще один разработал, и он на Талугу подал, и мне сообщает, что не осталось чуть-чуть, несколько еще надо, и уже выйдет этот продукт. Я говорю, пожалуйста, приходи, давай представим, и я сам вложу немножко денежек, помогу. Хочу проявить солидарность. Распрацоўшчык Да. гэтай ігры, дарэчы, быў у гэтай студыі, сядзеў на вашым месцы 3 тыдні таму, здаецца. Великолепно, Калі да, пачыналася хороший яго гуру, кампанія, хороший, да, и вот... распавядаў. Сябры, мне здаецца, вельмі натхняльны атрымаўся ў нас эфір. Вось, у прынцыпе, мне здаецца, ізноў жа адна з мэтаў працы Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва і ўсяго тыдня беларускага прадпрымальніцтва, які пачаўся сёння, это якраз натхніць людзей, распаволіць на тое, што ўсё магчыма і ўсё залежыць толькі ад нас. Я думаю, Владимир Миколаевич, вы ўжо разумееце, што калі я завёў такую размову, да, значыць, час нам развітвацца з нашымі слухачамі і гледачамі. Тыдзень прадпрымальніцтва продолжается, не глядзячы на тое, што наш эфир заканчивается. До побачення, Владимир Миколаевич. До побачення і поспіхаў. Дякую, да, Павел Прымайце Свердлов. удзяку на наших мерапрыемствах. А, дарэчы, як прыняць удзел у мерапрыемствах? Літаральна хвіліна засталася. На Трэба сайте, зайсці на сайте все эти мероприятия, RCE.by. пополняющиеся графики, звоните и участвуйте. В деловом форуме там у нас тоже все инициатива, маленький взносик, если кто-то не участвовал, но половина там участвует бесплатно, те, кто участвовал в разработке платформы. И конкурс во всех сетях молодежи. Кто лучше осветит во всех сетях, для них будет много хороших преференций. На гэтым дакладна ўсё. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.